Более 1 700 000 рублей – общая сумма грантов, полученная калмыцкой молодежью во всероссийских форумах. Одним из самых масштабных был форум «Территория смыслов» в Московской области. От Калмыкии в нем 7 человек приняли офлайн участие, 16 онлайн. Ребята в соответствии с направлениями каждой смены предоставили свои разработанные проекты. С некоторыми из них познакомилась наша съемочная группа. Из-за коронавирусных ограничений поехать на форум от Калмыкии смогли только 7 человек. Санал Карсука в числе тех, кому довелось побывать лично. Со всех уголков нашей необъятной родины съехались молодые специалисты со своими идеями, рассказывает Санал. Территория смыслов – одно из самых грандиозных событий, случившихся в моей жизни за последнее время. Это ценнейший опыт. Групповые тренинги, форсайт-сессии, панельные дискуссии и, конечно, встречи с экспертами запомнятся надолго. Самым волнительным моментом была защита проекта «Студенческий спортивный фестиваль». Он включает в себя как традиционные виды спорта, так и киберспортивные дисциплины. Итог – идея была поддержана федеральным центром грантом на сумму 350 000 рублей. У нас на спортивных мероприятиях должно быть привлечено 700 человек. Общий информационный охват будет составлять 30 000 человек, то есть люди, которые узнают о самом проекте. Также у нас имеется 50 человек для проведения школы спортивных менеджеров, 20 волонтеров, ну и 30 публикаций, включая те, что будут 7 видеороликов с видеоинструкции с, естественно, контентом, с которым ты можешь заниматься дома без помощи специального оборудования. В ходе 4-й смены «Вызовы образования» на конкурс было подано 128 заявок. Победителями стали 30 человек из 25 субъектов. В их числе студентка КалМГУ Марина Чуйкова с молодежным образовательным проектом «StudSkills». Он предусматривает ряд образовательных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие у учащихся навыков умения работать в команде, искусство ведения переговоров, самоорганизации и многое другое. Ее инициатива получила грант от Росмолодежи в размере 570 000 рублей. В рамках моего проекта пройдет одна школа лидерских компетенций StudSkills и одно конкурсное мероприятие «Лучший дебют студдебют КалМГУ 2020». Весь мой проект будет поддержан правкомом обучающихся КалМГУ нашего университета. Также они будут помогать мне в реализации. У всей моей команды есть опыт проведения как всероссийских, так и окружных, и университетских, и региональных мероприятий. Кроме того, Чуйкова успела поработать на одной из смен в качестве волонтера. До того, как я узнала, что набираются волонтеры, я сидела и думала, интересно, а каково это быть организатором вот такого вот масштабного мероприятия? Может быть, какая-то и не огромная работа, но очень весомая и для форума, и для того, чтобы люди могли приехать туда и присутствовать на этом форуме. Потому что если не будут стоять волонтеры и не напоминать об этих масочках и перчатках, то этого никто не сделает, и без этого форум бы не состоялся. Также была одобрена заявка еще одной студентки опорного вуза Веры Лиджиевой. Основной идеей ее проекта под названием «Короче» является создание медиашколы. Сумма грантовой поддержки составила 128 000 рублей. Также благодаря федеральному центру в Калмыкии пройдет исторический квест, посвященный столетию автономии республики. В общей сложности калмыцкие конкурсанты получили более 1 700 000 рублей и стали частью самых масштабных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», где у любого желающего принять в нем участие появляется все больше возможностей для самореализации во всех сферах жизни. Чингис Тихонов, Анатолий Коженбаев. Информационная программа «День республики».